С 29 февраля по 1 марта 2024 года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во главе делегации Узбекистана посетил с двухдневным визитом город Кашгар в Восточном Туркестане. Арипов провел двусторонние встречи с секретарем Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ма Сингруем и партийным комитетом Уйгурского автономного района. Он также принял участие в трехстороннем диалоге с вышеупомянутыми китайскими чиновниками и председателем Кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым. Визит Арипова во многом хорош для Китая, но плох для уйгуров. Он не только формально узаконивает китайские репрессии против уйгуров, которые в последние несколько лет находятся в ситуации геноцида, но и обнажает длившееся десятилетиями равнодушное отношение Узбекистана к уйгурам, несмотря на культурную близость между этими двумя народами. Всемирный уйгурский конгресс провел торжественную церемонию открытия своего нового офиса в Мюнхене, Германия. Это открытие, которое планировалось в течение многих лет, стало возможным благодаря финансовой поддержке уйгурских общин, проживающих в разных странах. На открытии присутствовали президент конгресса Далкун Иса, члены организации и более 100 представителей уйгурской общины. Новый офис станет важным центром для уйгурской диаспоры, чтобы ее голос был более эффективно услышан во всем мире. В своей речи на церемонии открытия президент Конгресса Далкун Иса подчеркнул, что новый офис будет играть важнейшую роль в усилиях по защите прав уйгуров и повышению осведомленности о них по всему миру. Это важное событие рассматривается как серьезный шаг к сохранению уйгурской культуры и к усилению международной поддержки в рамках проблем, с которыми сталкивается уйгурская община. На важной встрече, состоявшейся в библиотеке Раджа Тун Ада в Шах-Аламе, Малайзия, неправительственные организации и ученые собрались вместе, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению уйгурских женщин в Восточном Туркестане и выступить в защиту их прав и независимости. Базирующийся в Стамбуле Международный союз организаций Восточного Туркестана организовал это важное мероприятие при поддержке коалиции малазийских неправительственных организаций, включая Малазийское мусульманское молодежное движение, Malaysia for Uyghur и Хельва, женское крыло Абим. По сообщениям, в 2024 и 2025 годах трансграничная шпионская деятельность Китая будет возрастать. Всемирно известный журнал Forbes, освещающий темы, связанные с бизнесом и финансами, сообщил, что в связи с экономическим коллапсом в Китае в 2024 и 2025 годах возрастет количество агрессивных действий по кибершпионажу, направленных на кражу иностранной интеллектуальной собственности. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган встретился с Гурбанкулу Бердымухамедовым, национальным лидером и председателем Народного собрания Туркменистана, который прибыл для участия в Анатолийском дипломатическом форуме, проходившем в Анталии с 1 по 3 марта. Лидеры двух стран подписали новые соглашения о сотрудничестве в области энергетики и авиации. Согласно последнему опросу, проведенному в преддверии ноябрьских президентских выборов в США, президент Джо Байден отстает от бывшего президента Дональда Трампа на 5 пунктов. Опрос, проведенный в партнерстве с Нью-Йорк Таймс и Сиена Колледж, выявил последнюю ситуацию между кандидатами в президенты от Демократической партии и Республиканской партии. 43% избирателей, принявших участие в общенациональном опросе, заявили, что 5 ноября они проголосуют за Байдена, в то время как 48% заявили, что выберут Трампа.